Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции «Формирование семейных ценностей как основа социального благополучия детей и подростков». Сегодня с нами в конференции принимают участие представители образовательных организаций Республики Коми, представители государственных структур, специалисты учреждений социальной защиты населения, культуры и других ведомств. К нам присоединяются педагоги, социальные работники, научное сообщество Москвы, Петербурга, Волгограда, Белгородской области. Они работают с нами в онлайн-режиме. И сегодня на пленарном заседании и в рамках 4 секционных заседаний мы с вами обсудим проблемы, связанные с современным состоянием социального института, семьи и перспективами его дальнейшего развития. И для приветствия я приглашаю заместителя председателя правительства Республики Коми, министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Михальченкову Наталью Алексеевну. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые участники. Мне очень приятно, насколько я сегодня осмысливаю данную встречу. Мы ее проводим, с одной стороны, открывая серьезное мероприятие. Очень рассчитываю, что оно будет традиционным. Это Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование семейных ценностей как основа социального благополучия детей и подростков». И потому я приветствую всю научно-педагогическую общественность, которая уделяет внимание вопросам развития семейных ценностей Института семьи, вопросам воспитания, вопросам развития детей и в Республике Коми, и на территории Российской Федерации, потому что в качестве участников обширная география, заявлены руководители учреждений. Уважаемый владыка, мы приветствуем вас, благодарим, что вы присоединились и приняли участие. Пожалуйста. Уважаемый владыка, здравствуйте. Мы отдельные мои слова приветствия, открывая это важное событие, мы, как я сказала, не просто открываем научную конференцию, мы проводим мероприятие в рамках большого форума «Государство, общество, образование». И надо признать, что несмотря на то, что объектом в каждой из этих 3 важных подсистем является, конечно, человек, а в нашем случае ребенок, то все-таки системообразующим звеном является семья. Поэтому мне очень приятно сегодня видеть в зале и приветствовать наше партнерство, я надеюсь, традиционное, которое будет постоянным участием по всем вопросам развития семейной политики на территории Республики Коми и руководство Общественной палаты в лице Галины Викторовны Киселевой и Ассоциацию родителей Республики Коми, и Союз матерей Республики Коми, и Союз отцов Республики Коми, и, конечно, Союз женщин Республики Коми. И отдельное внимание вопросу уделялось и продолжает уделяться непосредственно представительствующим сегодня в Государственной Думе Ольгой Викторовной Савастьяновой и как депутатом, и как лицом, возглавляющим данное направление в социальном блоке региона продолжительный период времени, имеющим богатый опыт и результативность. И, конечно, все муниципалитеты нашей республики, потому что они как никто сегодня близки непосредственно к жителям, к семьям. И те вопросы, которые рассматривает правительство Республики Коми, это очень разная повестка. И я отдельные слова приветствия хотела бы передать всем нам с пожеланиями успешной работы от главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова, который в ранг приоритетной задачи и направления государственной политики возвел сегодня семейную политику в регионе, вопросы и культуры, и воспитания, и сохранения института семьи, как его развитие, конечно, ставит именно задачу сегодня нашей совместной деятельности, потому что правительство Республики Коми, с одной стороны, формирует направление государственной семейной политики в рамках федеральной
в отношении Республики Коми, и здесь достаточно большой блок Министерства труда, занятости и социальной защиты, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства национальной политики, Министерства физической культуры и все другие органы исполнительной власти сегодня видят свою роль, но вместе с тем и есть такие органы, как комиссии по делам несовершеннолетних и другие консультативно-совещательные структуры, где все вопросы, выносимые как проблема, с нашей стороны воспринимаемые как задача для совместной конструктивной деятельности, конечно, индикативно показывают неполноценность, разрозненность, отсутствие комплексного, взаимоувязанного, системного планирования и непосредственно реализуемых направлений понятной, профессиональной, ответственной деятельности каждого именно по вопросам системы формирующего фактора, коим мы сегодня приняли относить семью как партнерство государства, общества и образования, направленное на развитие личности ребенка, его безопасности, его целостности и будущего его становления как ответственного гражданина России и Республики Коми. Я желаю успехов в нашей с вами деятельности в рамках научно-практической конференции. Я желаю успехов каждому из институтов, который сегодня формируется, сформирован, а где-то уже имеет успешные результаты деятельности, которые будут заявлены и доложены в рамках конференции в качестве докладов. И, конечно, я желаю, дорогие друзья, чтобы вся наша совместная деятельность не только была изданными результатами конференции, а выражалась в счастливых лицах наших детей и в их, конечно, счастливом и светлом будущем. Я желаю вам успехов. Спасибо, Наталья Алексеевна. Слово предоставляется Киселевой Галине Викторовне, председателю Общественной палаты Республики Коми. Добрый день, уважаемые участники научно-практической конференции, которая посвящена одной из самых, наверное, значимых тем сегодня. И, пожалуй, все, кто сегодня здесь присутствует, подтвердили важность вопроса, важность тех острых, проблемных моментов, которые будут рассматриваться на всех площадках. И касаться они будут самого важного общественного, гражданского института, традиционное название у которого ячейка общества семьи. Очень хочется, чтобы мы с вами сегодня слова Натальи Алексеевны воплотили в жизнь. Не случайно мы обращаемся к теме семьи на всех площадках. Вот в пятницу у нас был социальный десант, и мои коллеги, заместитель председателя Общественной палаты Галина Анисимовна, она здесь сегодня присутствует, инициатор, духовный вдохновитель, будем так говорить, социального десанта в Прилузье, провели мы огромную, большую работу по встрече с людьми заинтересованными, очень озабоченными проблемами, которые сегодня будут раскрываться еще и на этой площадке. Нам есть чем поделиться, нам есть что рассказать. И очень хочется пожелать, чтобы на всех площадках был создан не просто, знаете, не просто царила атмосфера обмена опытом, а вот включались те душевные струны, которые бы могли зазвучать за пределами этих стен. Ведь мы сегодня говорим с вами о том, что семья в опасности. Как бы нам ни хотелось убеждать себя в том, что мы много делаем, мы учим, мы озаботили родителей, озаботили общественность, но семья в опасности. У нас с вами слишком много соперников, противников даже, поскольку дети в семье, мы об этом тоже говорим, тоже не всегда получают помощь квалифицированную и могут в дальнейшем ориентироваться в очень непростой жизни. Уважаемые коллеги, конечно, семья в центре и в первую очередь дети. Вот вспомните свое детство.
спросить сейчас каждого из вас, что вы помните из детства, и кто что будет вспоминать. Кто-то будет обычный праздник, день рождения, потому что он проходил в семье необычно. Кто-то будет говорить о походах на лыжах с родителями, кто-то и так далее, и так далее. Вот из маленьких моментов складывается большая семейная жизнь, те традиции, те, может быть, я как говорю, обязательные компоненты семейного плота, которые дальше позволят человеку выстраивать свои отношения. И он должен быть прочным, этот плод. Как сегодня убедить родителей? Как сегодня нам, педагогам, объединиться так, чтобы мы могли быть полезными родителям? Как сегодня привлекать все общественные объединения, которых у нас достаточно много, и они тоже готовы сотрудничать, вот объединить все эти нити для того, чтобы нам с вами на этой конференции на самом деле получить некий, знаете, такой посыл, творить дальше во имя наших детей. Потому что у нас с вами наше будущее зависит от того, какими мы вырастем, семьянинами в первую очередь, поколение наших детей. Я очень надеюсь, что мы сегодня с вами будем говорить о насущных проблемах понятным языком и найдем обязательно единомышленников в лице друг друга. Всем желаю успехов. Спасибо, Галина Викторовна. Слово предоставляется Лапшиной Галине Анисимовне, председателю общественной организации «Союз женщин Республики Коми». Приветствую всех участников конференции, дорогие друзья. От имени общественных организаций, всех общественных организаций, которые сегодня присутствуют, выражаю слова благодарности за то, что мы имеем возможность принять участие в ее работе. Ребенок, хоть он и рождается в семье, но с первых дней своего появления он уже его формирование и воспитание уже проходит в обществе. Потому что неважно что, семья, улица, школа, соседи, двор, это все влияет на его воспитание. Поэтому я уверена, что тот разговор, который сегодня состоится с участием власти, с участием педагогической общественности, с участием общественных организаций, церкви, поможет выработать новые подходы и современные решения в вопросах формирования семейных ценностей и воспитания подрастающего поколения. Опираясь на принципы социального партнерства, можно добиться положительных результатов. И в этом мы убедились. Галина Викторовна уже сказала о том, что 29 сентября Союз женщин Республики, Национальная родительская ассоциация, мы организовали и выезжали в Прилузье с социальной экспедицией. Провели работу на 5 площадках одновременно. Прошло 3 круглых стола, 15 мастер-классов, проведена встреча гинеколога с девочками подросткового возраста. Представители Сыктывкарского лесотехнического института встретились с выпускниками. Была встреча с многодетными матерями, игротека в спортзале, мастер-класс в музыкальной школе Ольга Сосновская с девочками встретилась, личные приемы, депутаты Государственного совета, Общественная палата республики, Пенсионный фонд, Союз женщин. В результате экспедиции отмечено было более 800 контактов с участниками. Выехал десант численностью 76 человек. И я благодарю администрацию главы, Министерство образования, Министерство здравоохранения, культуры, социального обслуживания, социальной защиты. Я благодарю своих подруг, которые откликнулись и выехали на это мероприятие, потому что только вместе мы смогли осилить такое хорошее, благородное дело. И желаю всем участникам успешной, плодотворной работы, доброго здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо. Спасибо. С приветственным словом просим архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Петерима. Здравствуйте, дорогие друзья, наши педагоги. Я молюсь, чтобы была на уровне культуры слова,
что очень важно, ведь мы исповедуем Бога Слова. И хотя Бог может дать и желание, и действие, как говорит апостол Павел, но все начинается именно с слова, объяснения, желания и действия. Что это такое? Желание тоже Господь дает желать добра. Но ведь люди другой раз не желают видеть и слышать. Да, и не желают видеть Бога и слышать, не желают видеть и слышать наставления родителей, учителей и так далее. Мы живем во свете. Вот сейчас во свете светское общество тоже, скажем, хорошее название, но оно другой раз не отвечает светское общество, вроде бы как неверующее, от слова «свет». Мы живем в несветском обществе, наоборот. А светское общество – это свет Божий. И когда именно идет этот свет от Бога, то все злое, как тараканы от света убегают, так и здесь. Это надо, чтобы именно свет этот был Божий, не какой-нибудь иной. И духовность именно от слова «дух», от слова «бог», да? Бог есть дух. И когда вот такое понимание есть, то в семье возникает от этого слова, от этого слышания действия. Но действие тоже Господь помогает, вот эти духовные костыли поначалу, потому что трудное заболевание духовно-нравственное. Потом уже без костылей человек может справляться, понятное дело. Митрополит говорил, что именно кто осквернит ворота жизни, не увидит жизни. Иоанна Кронштадтского: никакой роман не может заменить брак. А в современное время, то есть сейчас это еще и гражданский брак, и другие понятия о браке. Эти врата жизни. Именно тем, что люди считают так запросто. Сделаешь, пойдешь аборт. Да? Что за мысли, что за слова при том таинстве, которое наступает в браке, от соединения клеток до выхода ребенка в жизнь, до рождения ребенка. Это замечательное таинство, которое должно присутствовать в соединении. Это радость, это именно жизнь, которая получается в результате соединения двух людей. Но не 3, но не 10 безобразных этих соединений молодежи. Это тоже касается семьи, потому что отражается на воспитании ребенка. Мы говорим ребенку: не делай зло, не матюкайся и так далее. В то же время тут же слышат, как по телефону разговаривают родители, да, с кем-то, с друзьями, в гневе и так далее. Не может быть воспитания добра, когда вы суть сами злые, говорит Христос. Поэтому, конечно, надо трудиться над высокой культурой слова в своей семье. Слово Божие, во-первых. Ну и, конечно, сейчас посмотреть и бороться нужно против абортов. Во-первых, потому что страна идет курсом увеличения населения. Это очень нужно для большого региона. И мы смотрим, что молодые люди, муж и жена, им бы рожать да рожать, им ставят диагноз жене, значит, у вас безбрачие там 1-й или 2-й степени, и у вашего мужа заочно уже объявляют там 2-й степени безбрачия. Я с такими вещами, когда встречаюсь, ну просто до смешного. Насморк у женщины беременной, нужно аборт делать. На 5-м месяце сейчас вот лежит у нас знакомая, нужно делать аборт, потому что там насморк, еще какие-то другие причины, а нельзя антибиотики. А что без антибиотиков нельзя человека лечить, мы уже отошли от этого. Дело в том, что к антибиотикам привыкаем еще с пищи, скажем, животного происхождения, даже растительного там, нет, животного, скорее всего. И человек привыкает с этими антибиотиками жить, что они потом не помогают. Да когда же наши медики будут работать без антибиотиков, да, и лечить людей? А тем более научиться это делать, когда человек беременный, да? Это очень и очень важно понять, и эту преступность убрать у врачей, которым мешает создавать семью, от слова семья, да? Это очень важный аспект жизни. Соединиться всем структурам, не только образовательным, но и другим министерствам и ведомствам на страже сохранения семьи. Но сколько бы ни били эту семью, восточная поговорка говорит: бьют дерево, которое плодоносит. Да? Поэтому сейчас самая большая открытая борьба идет против плодоносных семей, против плодоносных, верных Слову Божию родителей. Поэтому сейчас у нас
прошли предварительные рождественские встречи, будет рождественское чтение в Москве, изучая эти все вопросы, в том числе, конечно, вопросы семьи первым долгом. И я надеюсь, что вот этот свет из светского общества с большой буквы, он послужит как раз высшему служению слова, то есть с большой буквы самого Бога. И сама истина с большой буквы наставит каждого из нас поступать так, как бы мы хотели пожелать себе доброго, пожелать другим людям. И, конечно же, эта научно-практическая конференция послужит нам, я верю, добру и созиданию, свету и другим прекрасным вот этим вот мыслям, которые рождают Слово. Боже, вам всем благословения. Спасибо, уважаемый владыка, за такие искренние, истинные слова. И мы продолжаем с вами пленарное заседание. Я хочу вам напомнить, что мы ведем прямую трансляцию пленарного заседания во всех муниципальных образованиях. И я передаю право ведения пленарного заседания Татьяне Сергеевне Кальницкой. И от имени всего коллектива Института развития образования я желаю вам плодотворной, созидательной работы. Мы очень надеемся, что резолюция конференции будет рассмотрена на уровне правительства Республики Коми. Она будет формировать в дальнейшем и государственную политику нашей республики. Удачи вам, успехов, уважаемые участники конференции. Да, благодарю, Галина Владимировна. Мы отпускаем наших руководителей на расширенное заседание коллегии управления образования. Тоже очень важное мероприятие нашего форума. И мы передаем слово уважаемому нашему другу, коллеге Татьяне Бориславовне Истоминой, методисту, кандидату филологических наук, методисту Коми Республиканского лицея-интерната для одаренных детей из сельской местности города Сыктывкара. Мы просим вас выступить. Дело в том, что у нас онлайн-трансляция идет, поэтому запись идет только с микрофона. Татьяна Бориславовна, сюда. Вот с этого. Вы будете здесь или здесь, как удобно. Я хочу поблагодарить организаторов конференции за то, что они предоставили мне возможность начать, открыть эту конференцию. И единственное, что меня немного смущает, что в программе не указан регламент. Поэтому вы мне, пожалуйста, держать, да? Вы мне, пожалуйста, если время будет, ну, сколько минут? 15 минут. Вы мне просто кивните, и я, так сказать, перестану. Ну, голос у меня довольно громкий. В принципе, я без микрофона могу обойтись. Ну понятно. Так, итак, как вы, наверное, прочитали в программе, мое выступление, оно, собственно, определено как духовная традиция в истории, то есть семья в русской духовной традиции, да. И вот мне кажется, что лозунгом ко всем такого рода встречам и конференциям могут быть слова Льва Николаевича Толстого, который записал в дневнике: «Человек созидается в семье». Именно созидается, не рождается только, а созидается. А в своем дневнике непосредственно Лев Николаевич написал, что есть счастье. Он писал, что счастье не имеет истории, а брак, семья – это не только счастье, но и мудрейшее дело на свете или труднейшее и важнейшее дело жизни. Обратите внимание, мудрейшее и в то же время труднейшее и важнейшее, да, дело жизни. И когда, собственно, мы говорим о русской духовной традиции, определяющей отношение к семье, то, естественно, можно начинать с домостроя, да? В 60-е годы XIX века, когда у нас в России появились и нигилисты, появились и люди
ну, что ли, как бы сознательно отрицающее православие, все равно формировалось русское общество, формировалась русская семья в русской православной традиции, потому что уклад, традиция – это не то, что можно легко и безболезненно отринуть. Это то, что проходит как бы через всего человека. Это то, что на уровне бессознательном определяет его поступки и его отношение к жизни. Поэтому важнейшее дело, так сказать, это традиция, это уклад. И если мы говорим о, так сказать, духовном укладе русской семьи, духовном укладе русской жизни, да, то мне хочется сказать, что вот история, а все меняется, все движется, да. Так вот, история – это не есть нечто, ну, так сказать, вне нас происходящее. История – это традиции, это уклад, это культура. И если оторвешься от уклада, как говорил в свое время Дмитрий Сергеевич Лихачев, великий наш культуролог, филолог, философ, как угодно можно. Так вот, если оторвешься от уклада, от истории, то будешь одинок настолько, что не будешь понимать, зачем и для чего ты живешь. Будешь одинок настолько, что не будешь понимать, еще раз повторяю, зачем и для чего ты живешь. И вот мне хотелось бы напомнить те, собственно, истины, которые, относящиеся к семье, которые мы читаем. Это, собственно, первый текст, да, в котором определяется в истории русской духовной традиции, текст, в котором определяется, ну что ли, вот этот уклад семейный, уклад духовный, да, и в домострой, простите, не показать. Угу. И вот в домострое Сильвестра написано, да, обращается он к мужчине, ну, семья – это малая церковь, да, и обращаясь к мужчине, к главе семьи, Сильвестр пишет, что вы бо игумени есть домам своим, да, игумени есть домам своим. И поэтому, если ответственность лежит на муже, да, он отвечает за сохранность семьи. Поэтому неправильно понимали в 60-е годы XIX века наши критики, там Добролюбов, Чернышевский, утверждающие светскую этику. Кстати, всегда на встрече с учителями я говорю, никакой светской этики нет. Всякая нравственность выходит из религии, понимаете? Она лежит в истоках нравственности. Поэтому само деление, вот это вот сейчас как в школе на светскую этику и православную культуру, основы, которые должны выбирать школьники, это деление искусственное, потому что если идти вглубь, то так и получится, что те постулаты, которые определены именно христианством, православием, русской церковью, они лежат и в основе так называемой светской этики. Ну, коль уж так произошло, собственно, мы изменить не можем, но вот на что мне хотелось бы обратить внимание. Вот домострой, вот это то, что абсолютно устарело. Вот там есть фраза, что жена да убоится своего мужа. Вот там есть призывы к наказанию детей. Это все не совсем верно, потому что основной пафос этой книги заключается в том, что именно любовь и только любовь должна определять поведение и мужа, и жены. А что касается страха, да, что вот жена да убоится мужа своего, то это не страх наказания, а это страх отпасть от любви Божией. Это страх нарушить вот этот вот закон любви.
Поэтому, когда даже вот, я тоже студентам и лицеистам об этом говорю, что когда вот там наказание физические, а вот обратите внимание, как там написано, что «а по всякую вину», имеется в виду, да, жены если, или там ребенка, ни по уху, ни по видению, то есть не по лицу, не бить, ни под сердце кулаком не пинать, ни посохом не колоть, а легонько, если плеточкой постигать, нежно и бережно за руку держа. Вот меня умиляет эта фраза. Постигать легонько плеточкой, но нежно и бережно за руку держа. Ну вот если в крайнем случае, если там не понимает жена, или если там ребенок что-то так, не так себя ведет. Поэтому говорить, что это мужу с женой советоваться, просто я хочу процитировать, мужу с женой советоваться о домашнем хозяйстве, да, и что отношения между родителем и детьми уважающий, утешающий мать свою творит волю Божию и угождающий отцу в благости проживет. Если же оскудеют разумом в старости отец или мать, не бесчиньте их, не укоряйте, и тогда почтят вас и дети ваши. Да? Вот это отношение детей и родителей. И прежде всего нужно иметь вот этот вот страх Божий, а не страх перед наказанием, да? И вот по-своему как бы вторит вот этому древнему памятнику XVI века, как бы вторит Лихачев, да? Который, вот тоже хотелось бы мне привести одну такую цитату, да? Что объединяет людей? У Лихачева есть книга, называется «Письма о добром и прекрасном». Вот так я от 16-го уже в 20 век, как говорится, шагнула. И он задает вопрос, так и называется письмо. Это письма, обращенные вот к молодежи, к юношам, к детям, да? И вот что объединяет людей? Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на будущее. Незаботливый или беззаботный человек, скорее всего, человек недобрый и не любящий никого. Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, вселенной. Вот тоже несколько покажется странно, что объединяет людей, что созидает общество? Забота. Вот именно забота, не только, так сказать, о себе, забота о своих детях, забота о своих близких, да, и вот именно незаботливый человек, скорее всего, человек недобрый. Во всяком случае, не, так сказать, нестандартно, не традиционно, что ли, выражена мысль. А если мы пройдемся по... Нет еще? Если мы пройдемся по литературным памятникам, да, вот наша классика, то мы помним, естественно, и Анну Каренину, и вот ту беду, которую переживает Анна. Роман-то ведь очень современный. А вот уже в 2013 году появился роман Майи Кучерской, писательница, не старая, скажем так, хотя и не юная, православная, очень хорошо пишет. Не знаю, может быть, читали ее «Современный патерик», «Бог дождя». Так вот, у нее роман, который вошел в номинацию «Большая книга» в 2013 году, и была присуждена ей премия, роман называется «Тетя Мотя». Это своего рода инвариант Анны Карениной на материале русской жизни 20 века. И вот Майя Кучерская, она как раз всей, логикой этого романа, да, и судьбой главной героини, приходит к выводу, что только возвращение к укладу,
возвращение к тем духовным традициям, на которых формировалась русская семья, а сейчас, как она пишет, семья переживает состояние ремонта. Вот мне тоже это понравилась мысль. То есть идет вот ремонт. Что созидается в результате этого ремонта, пока еще трудно сказать. Так она писала в 2013 году. Но вот то, что семья в состоянии ремонта, это, по-моему, очевидно, да? И вот единственное спасение в данном случае, вот это такое, не бессознательное, скажем так, а сознательное возвращение к укладу жизни. И если этот уклад утрачивается, да, то нужно его созидать, нужно его созидать вновь. И поэтому семья – это труд, в который нужно вкладываться, а не ждать фейерверков и вечных брызг шампанского. Только тогда и можно сохранить семью. Да? То есть семья – это прежде всего труд души. Вот это вот, видите, как совпадает с мыслью Дмитрия Сергеевича Лихачева, да? Но это вот в художественном тексте присутствует эта мысль. И закончить в данном случае мне хотелось бы, вот этот роман все-таки я советую прочесть, он действительно хорошо читается, хорошо построен, современная литература, современная жизнь. И вот какой-то есть такой попытка ответа на то, что такое семейный труд и что такое семейная забота. И как может человек от заблуждения, от ошибок, от безверия даже вдруг вернуться к этому традиционному укладу, то есть традиционным этим духовным ценностям, которые только и могут сохранить. И закончить мне хотелось бы одним воспоминанием. Помню, когда я училась в аспирантуре в Питере, там был учитель, которого филологи наверняка все знают, учитель Ильин, может быть, и не филологи знают. Учитель, методист, прекрасный учитель. И вот он рассказывал, что однажды к нему, он был классным руководителем, и однажды к нему пришла женщина, которая сказала, что она утратила связь со своей дочерью, что дочь, это 10-классница, да, она просто вот не то, что вот то понятие заботы, которое я попыталась, так сказать, расшифровать, да, что это не только забота, есть, пить и так далее, что вот этой вот заботы по отношению к себе она не ощущает. «Помогите», сказала она вас очень уважает. И тогда, а у меня тема, сказал он, был пьеса Чехова «Вишневый сад». И я ей сказал: идите на урок, я вам помогу, я вам прямо сейчас помогу. И написал, так сказать, тему урока «Протянуть руку маме». Протянуть руку маме. И мне это так понравилось. И после этой встречи, я классику читаю всю жизнь, как говорится, преподаю ее, и поэтому уж текста пьесы Чехова почти наизусть знаю. И думаю, как же там он повернул, он не стал рассказывать детали этого урока. Он сказал только о том, что на глазах этой девочки были слезы. Да? И тогда я вновь обратилась уже под этим знаком, обратилась к тексту. И вот мне хотелось бы, вот завершается пьеса, да, продается «Вишневый сад». Что такое Раневская, мать Ани? В общем-то, беззаботный человек, понимаете? Легкий человек, простой человек, но человек беззаботный. Не буду расшифровывать там ее плюсы, минусы, все, наверное, помните со школы. И вот она сидит и плачет. И вот подходит к ней Аня и говорит: «Мама, ты плачешь, милая, добрая», хотя претензий можно предъявить к ней кучу. «Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя, я благословляю тебя. Вишневый сад продан, это правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь, впереди
осталась твоя хорошая, чистая, добрая душа. Пойдем со мной, пойдем, милая мама. Ты еще увидишь жизнь. Ты и спокойная, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час. И ты улыбнешься, мама. Пойдем, милая, пойдем. Вот посмотрите, вот протянутая рука маме. И вот на такой вот светлой, доброй, оптимистической ноте, хотя могла еще там массу цитат приводить, да, я закончу свое выступление. И хочу пожелать только одно, чтобы никогда ни у кого из нас не пропадала вот эта вот забота, чтобы ни у кого из нас не пропадало же вот это чувство, которое только и помогает сохраниться не только семье, но и обществу в целом. Спасибо. Спасибо вам большое, Татьяна Болеславовна, за ценные мысли, за хороший русский язык. Мы продолжаем нашу конференцию, наше пленарное заседание. И у нас на прямой связи онлайн-включением Санкт-Петербург также наш друг, коллега Наталья Владимировна Еремина. В прошлом году мы приглашали ее на рождественские чтения. В этом году мы продолжаем сотрудничать и представляем ее сообщение на тему «Родительская культура. Вчера и сегодня. Проблемы и пути решения». Так, мы... Да-да-да. Угу. Мы надеемся, что без сбоев будет все хорошо. Угу. Не отвечает, да? Ой, Ага. Алло. Наталья алло. Владимировна, видео включить. Да. Всё, да, выключайте. Они нас видят. Наталья Владимировна. Сейчас, одну минутку, отключу телефон. Ага. Чуть Мы вас делать. приветствуем. В большом зале в нашем собрались большое сообщество заинтересованных людей, педагоги, родители, общественные деятели. Ой. И мы предоставляем вам слово. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники конференции. Я рада приветствовать вас из нашей северной столицы. Тема конференции «Формирование семейных ценностей как основа социального благополучия детей и подростков» очень актуальна. В педагогической науке недостаточно внимания уделяется проблемам родительского воспитания в семье, влиянию отцовства и материнства на становление личности ребенка. Понятие «родительская культура» – явление многогранное, многоаспектное и междисциплинарное. Оно рассматривается на стыке философии, педагогики, психологии, культурологии и социологии. На слайде представлены различные дефиниции этого понятия в рамках тех или иных подходов. Нас в первую очередь будет интересовать педагогический аспект. Наряду с понятием «родительская культура» в педагогических исследованиях очень часто употребляется термин «педагогическая культура родителей». Он определяется учеными как педагогическая просвещенность, образованность, нравственно-эстетическое развитие родителей, их педагогические умения и навыки. В научных исследованиях последних лет родительскую культуру чаще всего рассматривают как феномен. Нам близка точка зрения Людмилы Александровны Грицай, которая в своей докторской диссертации выделяет 5 содержательных компонентов феномена родительской культуры. Эти 5 компонентов представлены на слайде. И мне бы хотелось обратить ваше внимание на 2 из них – аксиологический и эмоциональный. На наш взгляд, именно эти компоненты являются основополагающими. От того, какие ценности исповедует семья, во многом зависит и стиль воспитания, и стиль поведения. Ценности культуры, которые составляют аксиосферу личности, не запечатляются в душе ребенка сами по себе.
Общепризнано, что именно семья является уникальным транслятором фундаментальных нравственных ценностей. Если семья исповедует такие ценности, как терпение, любовь, милосердие, ответственность, то ее члены будут легко находить взаимопонимание с другими людьми на основе этих ценностей. И, в свою очередь, если семья проявляет суетность, нетерпимость, агрессивность, недостаточно времени уделяет искреннему, живому общению друг с другом, то эти качества опять же проявятся во взаимоотношениях с окружающими. Семья – это не только стены, которые нас окружают. Семья – это прежде всего наша общая семейная память, наши традиции, наши принципы воспитания и, конечно же, наши семейные ценности. Именно семейные ценности становятся тем багажом, от которого зависит психологическая устойчивость и крепость человека в его дальнейших жизненных ролях и отношениях. Такое же важное значение играет и эмоциональный компонент. От живого, эмоционально насыщенного общения с ребенком, особенно во младенческом возрасте, глаза в глаза, от сердца к сердцу, зависит его дальнейшая эмпатия, умение сочувствовать, сопереживать, сорадоваться. И чтобы перейти к следующей странице семейного воспитания в этнопедагогической традиции, о том, что было вчера, я хочу привести один пример эмоционального насыщенного общения взрослого и ребенка. Нам посчастливилось записать многие примеры общения мамы и малыша, бабушки и малыша в фольклорно-этнографических экспедициях. Эта забава называется «Солдатики». Это солдатики, это малыши, это мама, это папа, а это дедушка. Тук-тук, кто там? Это мы, два солдатика, пустите переночевать. Спросим у мамы. Мама, что, детки? Там пришли два солдатика, просят переночевать. Спросите у папы. Папа, что, детки? Там пришли два солдатика, просят переночевать. Спросите у дедушки. Деда, что, детки? Там пришли два солдатика, просят переночевать. Ну ладно, пустите. Ах, какая благодать, что пустили ночевать. Мы залезем на палате и не будем баловать. Ах, какая благодать, что пустили ночевать. Вот такая забава, которая характеризовала не только опыт эмоционально насыщенного общения с ребенком, но и какие-то важные иерархические вещи, которые связаны с приоритетом папы. И даже самый взрослый, авторитетный папа спрашивает разрешение у сгорбленного старенького дедушки. Это и есть уважение к старшим. Идем дальше. Говоря о принципах семейного воспитания в этнопедагогической традиции, нельзя не упомянуть академика Геннадия Никандровича Волкова. Именно он называет народные традиции воспитания вечными истинами, такими же, как библейские заповеди, нарушение которых может привести к катастрофическим последствиям. Он выделил 7 фундаментальных аксиом-критериев, на которых основана народная педагогика. Эти все критерии представлены у вас на слайде, и мне бы хотелось сказать еще несколько слов в целом об этнопедагогической концепции Геннадия Никандровича, потому что именно она стала образцом для многих концепций, которые создавались на основе традиционной культуры различных народов и регионов. Это очень важно для поликультурных регионов. Волковым и его последователями была обнаружена глубокая структурная общность различных этнопедагогических систем, которая проявлялась в таких ценностных приоритетах, как семья, природа, труд, родная земля, родное слово, отчий дом. Семейное воспитание в русской традиционной культуре тоже отличалось тем, что в нем самыми важными были традиционные ценности, основанные на христианстве.
И эти ценности, такие как добро, любовь, красота, вера, родная земля, верность заветам отцов, семья, труд, взаимопомощь, все эти ценности передавались от старших к младшим в естественно-исторической межпоколенной общности. И вот эта передача ценностей чаще всего осуществлялась от лица к лицу, от человека к человеку, по вертикали, от старших, родителей, бабушек, старших детей, взрослых, младшим детям, и по горизонтали, от сверстников. Но в силу различных причин, все эти причины мы знаем, вот эти вот исторические способы передачи традиционных ценностей, они оказались прерванными. Теперь поговорим о проблемах, которые связаны со взаимоотношениями отцов и детей, родителей и детей в современной семье. Учеными отмечается ухудшение когнитивных, эмоциональных и поведенческих характеристик психофизиологического и социального развития ребенка. Родители не всегда, к сожалению, адекватно оценивают реальные возможности своих детей. Они часто завышают планку, которую ребенок не может преодолеть в силу особенностей развития. Усугубляется ситуация тем, что у современного ребенка не хватает подчас собственных ресурсов физического и психоэмоционального здоровья, чтобы справиться с теми притязаниями, которые взрослые к нему прилагают. Недостаточно развитая эмоциональная отзывчивость самих родителей затрудняет взаимопонимание и усугубляет проблему сложных взаимоотношений в семье между родителями и детьми. Современный ребенок очень нуждается в помощи и поддержке со стороны взрослых. На экране представлены результаты исследования, проведенного среди петербургских подростков. И в этих исследованиях говорится о том, что 46% подростков высказались о том, что более всего они нуждаются в доверительной беседе с близким человеком, мамой, папой, бабушкой, старшим братом. Несколько слов необходимо сказать и о проблемах, связанных с социализацией современного ребенка в существующем глобальном информационном пространстве. По мнению современных исследователей, ежедневное пребывание детей и подростков в информационном пространстве оказывает на их мировоззрение и поведение более серьезное влияние, чем воспитательное воздействие семьи и школы. Большие опасения вызывают участие детей и подростков в закрытых социальных сетях, так как оно может привести к непоправимым последствиям. Кафедра педагогики семьи Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования провела исследование, в какой степени родители знают о том, по каким сайтам гуляет их ребенок в интернете, каков круг его общения, в какие интернет-сообщества он входит. И в результате анализа проведенного исследования выяснилось, что почти половина респондентов используют систему «Родительский контроль», больше половины родителей знают статус или аватар своего ребенка, ограничивают время пребывания в интернете тоже половина, 50% родителей, признают, что нет возможности контролировать пребывание в интернете только 25%, и знают о существовании закрытых интернет-сообществ 48% родителей Санкт-Петербурга. Из этих данных следует, что половина родителей петербуржцев осознают негативное влияние информационной среды и старается ограничивать пребывание ребенка в интернете. Однако тревогу вызывает тот факт, что в среднем у трети подростков-школьников уже имелся опыт общения в интернете, побудивший его к нежелательной встрече с незнакомыми людьми или к сборищам по призыву участников групп, сообществ или блогов.
необходимость обязательного оказания современной семьи педагогической, психологической поддержки вопросов воспитания, социализации и развития ребенка зафиксирована во всех основных федеральных нормативных и правовых документах, которые касаются образования и воспитания детей. Давайте пролистаем последние документы из них. Распоряжением правительства от 25 августа 2014 года была издана концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, где приоритетами государственной семейной политики является утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании. И еще один момент, на который я хотела заострить ваше внимание. Именно в этом документе за 2014 год впервые брак понимается как союз мужчины и женщины. И это у нас отражено в концепции, потому что в мировом сообществе эти вещи уже размываются. В федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного общего образования красной строкой также проходит тезис о поддержке и помощи семье в вопросах воспитания и развития современных детей. Если мы обратимся к профессиональному стандарту педагога, то современные требования нацеливают и педагогов, и воспитателей, и учителей на освоение инклюзивных технологий в связи с осуществлением образовательной деятельности с различными категориями, такими как одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, сироты, дети с особыми образовательными потребностями и так далее. Соответственно, нам, педагогам, нужно будет выстраивать отношения не только с такими детьми, но и с родителями таких детей и оказывать им необходимую помощь в их воспитании и развитии. Хотя в педагогическом сообществе относятся к этому не всегда позитивно. Что же делать? Как видим проблемы, о которых мы говорили и которые мы сегодня попытались озвучить, они многочисленные. Есть ли выход? Нам кажется, что в теоретическом аспекте решение многих проблем видится в новом направлении педагогики, в так называемой антропологической педагогике и психологии. Виктор Иванович Слободчиков, один из идеологов этого направления, рассматривает период дошкольного и школьного детства как событийную, обращу ваше внимание, как он это пишет, общность ребенка и значимых взрослых. Им высказывается мысль о том, что ребенок не может существовать и развиваться вне общности. Он очеловечивается, становится человеком в общности. Событийная общность – это то место, та ситуация развития, где впервые зарождаются человеческие качества и способности. И первая общность, в которую ребенок попадает, это какая общность? Это общность мать и дитя. Таким образом, семья – это общность, в которой ребенок начинает ощущать себя неотъемлемой частичкой «мы», которой осознание «я» и «ты» обогащается и взаимодополняется. Хотела бы обратить ваше внимание еще на один момент, на совпадение взгляда на ребенка в русской традиционной культуре и в антропологической педагогике. Там и здесь человек и ребенок состоит из трех ипостасей – это дух, душа, тело, и живет одновременно в трех измерениях – телесном, душевном и духовном. И, конечно, традиционные семейные ценности, которые передаются исключительно от лица к лицу, от человека к человеку, не могут быть переданы вне общности. Если сам родитель и сам педагог не исповедует те или иные семейные ценности, то вряд ли он сможет передать эти ценности своим детям и своим воспитанникам.
В современных условиях кризиса семьи феномен родительской культуры требует нашего пристального изучения. Обращение к накопленному отечественному опыту семейного воспитания и к отечественным научным современным исследованиям позволит найти наиболее продуктивные стратегии дальнейшего развития родительской культуры в целом. И в заключении хотелось бы перечислить те формы, которые сегодня успешно используются в системе образования для становления и развития современной родительской культуры. Это, конечно, просвещение родителей, причем в различных формах. Это может быть родительский всеобуч, неформальные родительские собрания, интересные встречи с людьми, обладающими педагогической компетенцией, дискуссионные клубы. Второе – это вовлечение семьи непосредственно в образовательную деятельность через совместные акции, экскурсии, совместные выезды, праздничные события, в котором участвуют родители, педагоги и дети, квесты, соревнования и другие. Создание в образовательных учреждениях различных родительских ассоциаций, например, советов отцов, семейных клубов или каких-нибудь других инициатив. И включение родителей в попечительские и управляющие советы. Вот, наверное, основные мысли и идеи, которые мне хотелось бы вам сказать по поводу развития родительской культуры вчера и сегодня, по поводу проблем и путей выхода из этих проблем. Но главное, мне кажется, нам нужно каждому осмыслить свою собственную семью как духовную общность, в которой соединяется прошлое, настоящее и будущее. И лично от нас, от каждого из нас зависит будущее нашей родительской культуры. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то я готова на них ответить. Я вас не слышу. Илюша! Илья! Ну все. Наталья Владимировна, так слышно? Слышно? Да. Ага, спасибо большое за ваше выступление. Еще ценными мыслями мы пополнились. Есть ли вопросы у нас? Ну вот вопросов у каждого много, я думаю, что. Ну вот задавать пока мы их не будем. Есть? Ага, ну да, но вам придется подойти сюда. Да, чтобы мне было слышно, спасибо. Подождите, Наталья Владимировна, все-таки вопрос есть. Замечательно. Наталья Владимировна, Вишневецкая Людмила Харитоновна к вам обращается с такой... Я не слышу вас, к сожалению. Поближе подойти туда. Да, еще раз, если можно, повторите, пожалуйста, вопрос. Я не услышала его. Что-то так? Вот так? Да, теперь слышно, да. Да. В общем, Вишневецкая Людмила Харитоновна обращается к вам. Мы, наш клуб, НИК, Национальный интеллектуальный культурно-просветительский клуб, хотим привлечь внимание к такой теме наше педагогическое сообщество. От осознания смысла жизни к сознательному образу жизни. Мы прорабатываем эту тему уже много лет, и понимания в обществе не видим и не слышим. Обращались в разные структуры, но от осознания смысла жизни к сознательному образу жизни не воспринимается. А мы считаем, что это главный путь к нашему просвещению. Вопрос, который вы хотели задать. Да, я вопрос задаю. Как вы смотрите вот на эту тему? Важна она? Правильно ли она сформулирована? Безусловно, ведь эти самые главные жизнесмысловые вопросы, вопросы жизни и смерти, вопросы добра и зла, они решаются каждым человеком. И от решения этих вопросов зависит дальнейшая стратегия жизни любого человека. Поэтому я считаю, что вы на правильном пути,
И мне кажется, что в сегодняшней ситуации, когда мы, как педагоги, мы, как родители, начинаем снова возвращаться к нашим отечественным традиционным ценностям, я думаю, что ваша идея будет поддержана. Спасибо большое, Я Наталья надеюсь на это. Владимировна. Спасибо большое за вопрос. И мы хотим анонсировать, мы с вами прощаемся. Да, всего доброго. Всего доброго. До свидания. Мы хотим Спасибо. анонсировать, в ноябре, 22-23 ноября будет проходить конференция, посвященная вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. И в рамках этой конференции упомянутый выше Остапенко Андрей, ученый, антрополог, да, проведет семинар для педагогов вот в русле той традиции, которую сейчас Наталья Владимировна только что нам вот рассказала, да. И Наталью Владимировну мы также ждем в рамках этого семинара. Так что вот такая вам на будущее информация. Мы продолжаем, и мы приглашаем нашего партнера, представителя Министерства труда и социальной защиты Республики Коми Екатерину Владимировну Калинину. Благодарю. Уважаемые участники конференции, наверное, никто из вас не будет спорить с тем, что семья является основной незыблемой ценностью в жизни каждого человека. Но, к сожалению, не все семьи счастливы и благополучны. И если в такой неблагополучной семье воспитывается ребенок, если родители не проявляют заботу, не обеспечивают всестороннее развитие и безопасность своего ребенка, то такая семья становится объектом внимания со стороны различных служб, учреждений и специалистов в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. Если обратиться к сухим цифрам статистики, то мы вынуждены констатировать, что показатели по выявлению фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в нашей республике остаются достаточно высокими и стабильными. Это более 1000 случаев ежегодно, причем почти в 40% дети подвергаются насилию в своих же семьях. В том числе в 30 случаях страдают от рук своих родителей или законных представителей. 60% всех зарегистрированных случаев составляют факты жестокого обращения со стороны взрослых лиц. А учитывая высокую латентность семейного насилия, можно смело утверждать, что эти цифры не отражают объективную ситуацию относительно семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. И в ряде случаев родители искренне считают, что моральное унижение своего ребенка, крики, агрессия, а также телесное наказание не относятся к проявлениям жестокого обращения, а являются вполне приемлемыми формами воспитания. Многие родители не задумываются над тем, что их ребенок ежедневно, слыша от своей мамы или отца утверждение о том, что он дурак или недотепа, что он недостоин любви своих родителей, что это тоже формы жестокого проявления. И однажды этот ребенок окончательно потеряет веру в себя, в свое будущее, перестанет к чему-то стремиться. Этот ребенок, в конце концов, может уйти из дома, попасть под влияние дурной компании, может совершить попытку суицида. Наконец, в силу интенсивного ритма современной жизни, многим родителям попросту некогда заниматься своими детьми. И в лучшем случае дети передаются на воспитание бабушкам и дедушкам, в худшем случае уходят на улицу или на просторы интернета. А вместе с тем отсутствие проявления заботы и любви, пренебрежение нуждами своего ребенка также квалифицируется как проявление семейного неблагополучия. Анализ различных форм, видов, причин семейного неблагополучия лег в основу программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра». Программа получила грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и реализуется на протяжении 2016-2017 годов. Я остановлюсь на некоторых инновационных для нашего региона формах профилактической работы и работы со случаями семейного неблагополучия, которые реализуются в рамках программы «Территория добра». Во-первых, придя к пониманию того, что многие родители испытывают трудности в общении со своими детьми, а при проявлении каких-либо поведенческих проблем у ребенка, такие как капризы, упрямство, ложь, непослушание и другие,
Родители либо пасуют перед этими проблемами, либо проявляют агрессию по отношению к своему ребенку. И мы начали внедрять в учреждениях социального обслуживания программу «Невероятные годы». Это цикл из 12-14 занятий для родителей детей в возрасте от 3 до 8 лет. На еженедельных занятиях, которые проходят в различных формах, родители приобретают навыки преодоления гнева, искусства похвалы своего ребенка, замены физических наказаний ненасильственными способами и методами воспитания. Мы начали работать с родителями по этой программе с 2011 года в рамках международного сотрудничества со странами Баренц-региона и начинали в нескольких учреждениях своих. В настоящее время эта программа также реализуется в ряде образовательных организаций. На сегодняшний день обучение прошли уже 115 групп родителей, это более 1000 человек. Новым направлением для специалистов республики стала семейная медиация. Это способ урегулирования семейных конфликтов, семейных разногласий посредством семейного медиатора. То есть это посредник, который проводит переговоры с членами семьи, помогая им понять друг друга, найти компромисс, но и в зависимости от обстоятельств сохранить семейные отношения или мирно разрешить психологические проблемы. Очень часто такая помощь семейного медиатора требуется родителям в состоянии развода или в ситуациях, когда конструктивный диалог в семье уже невозможен без постороннего вмешательства. В настоящее время мы находимся на этапе обучения специалистов. В прошлом году мы обучили курсу медиации нескольких своих сотрудников в Институте развития дополнительного профессионального образования города Москвы. И до конца текущего года мы планируем силами этих специалистов обучить не менее 200 психологов учреждений соцобслуживания, образовательных организаций и организаций здравоохранения. На мой взгляд, к одной из наиболее действенных и не оставляющих равнодушной формы профилактической работы с родителями является аудиовизуальная технология детства без слез. Эта технология посредством насыщенного визуального ряда и аудиосопровождения позволяет сформировать на эмоциональном уровне у взрослого человека крайне негативное отношение к любым проявлениям физического и психологического насилия над детьми. Эта технология успешно реализуется во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей, а также в ряде образовательных организаций. И эта технология будет сегодня представлена на одной из секций. Несомненно, все мероприятия профилактической направленности очень важны и необходимы. Однако очень часто специалисты вынуждены работать уже со сложившимися случаями семейного неблагополучия, когда только профилактических мер уже недостаточно. Но когда семья попадает в поле зрения таких специалистов? Как правило, тогда, когда у семьи уже сформировался большой клубок проблем, который самостоятельно распутать семья уже не может, а зачастую и не хочет. И эти проблемы не решаются на протяжении длительного времени, а лишь накапливаются и усугубляются. В семье возникает напряженная психологическая обстановка, у родителей появляется раздражительность друг к другу и к своим детям, взаимные претензии, непонимание, агрессия и в результате жестокое обращение. В большинстве случаев именно в таком состоянии семьи попадают в руки специалистов. А в абсолютном большинстве эти семьи не обращаются за помощью самостоятельно. Информация о них поступает в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, и семье присваивается статус «семья, находящаяся в социально опасном положении» или «семья, группа риска». И все субъекты профилактики, а это представители учреждений здравоохранения, образования, соцзащиты, в ряде случаев это органы опеки, попечительства и органы внутренних дел, начинают работать с этой семьей посредством совместных или поочередных выходов, посещений таких семей на дому.
и составление для семьи без ее участия индивидуальной программы реабилитации. Наверное, можно смело утверждать, что эффект от такой работы с семьей невелик. Во-первых, собственный ресурс семьи на момент ее выявления уже крайне низок. Во-вторых, семью раздражают многочисленные посещения различных специалистов и навязывание ей плана действий, который она либо не выполняет, либо выполняет очень неохотно. И в результате чаще всего семья отказывается от сотрудничества со специалистами, проблемы продолжают не решаться, специалисты в силу своих профессиональных обязанностей продолжают попытки достучаться до семьи, но эти попытки, как правило, безуспешны. И, к сожалению, чаще всего подобные ситуации заканчиваются лишением или ограничением родителей родительских прав и помещением ребенка в организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Либо же такие семьи продолжают годами числиться на учете, а специалисты, по сути, только осуществляют контрольные функции в виде ежемесячных социальных патронажей. И если посмотреть на эту ситуацию со стороны, то становится очевидным, что подобная работа неэффективна ни для семьи, так как не способствует решению ее проблем, ни для специалистов, поскольку, не видя никаких положительных, позитивных улучшений, несмотря на массу прилагаемых усилий, специалисты в конце концов испытывают состояние профессионального, эмоционального выгорания, и многие специалисты, особенно молодые, не выдерживают и меняют профессию. И, наконец, такая организация работы с семьей неэффективна с точки зрения экономики, так как затрачивается большой ресурс, усилий, но это не приводит к положительному результату. И в этой связи на уровне правительства Российской Федерации в 2012 году было принято решение о необходимости внедрения в субъектах Российской Федерации моделей и технологий раннего выявления семейного неблагополучия. Это решение было оформлено в виде одного из мероприятий национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы, а также в комплексе мер, направленных на совершенствование деятельности по оказанию помощи детям в случаях жестокого обращения с ними, утвержденным Ольгой Юрьевной Голодец. В Республике Коми модель раннего выявления семейного неблагополучия реализуется с 2015 года при участии Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Для того, чтобы у родительской общественности, у специалистов, которые еще не знакомы с данной моделью, я с полной уверенностью хочу заявить о том, что данная технология не имеет никакого отношения к ювенальным технологиям, поскольку основная ее цель и задача – это сохранить ребенка в семье без излишнего вмешательства в семью. А Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения – это российская организация, которая объединяет российских практиков, российских ученых, разработчиков ряда признанных авторских методик работы с семьями и детьми. Данная модель отличается от той, которую я описала выше, следующим. Во-первых, семье предлагается помощь на ранней стадии семейного неблагополучия, когда собственный ресурс семьи еще достаточно высок. Во-вторых, все действия по преодолению трудностей прорабатываются и прописываются в плане при непосредственном участии самой семьи. Далее, с семьей работает, а соответственно посещает, помогает, советует, сопровождает только один специалист, так называемый куратор семьи. И что главное и важно, семья не ставится ни на какие учеты, не попадает ни в какие банки данных. После успешной реализации плана действий случай по конкретной семье закрывается. Но успех данной модели, данной технологии заключается только в скоординированных действиях разных специалистов. И в первую очередь он зависит от тех, кто ежедневно, постоянно видит ребенка, общается с ребенком. А это воспитатели детских садов, это учителя и классные руководители, это педиатры, патронажные медицинские сестры. И
Данную модель невозможно внедрить одномоментно, поскольку она требует достаточно серьезной подготовки, и поэтому мы на системной основе обучаем межведомственные команды специалистов. Обучение длится чуть менее года, и в настоящее время данная модель внедряется пока только в 4 муниципальных образованиях нашей республики: в Сыктывкаре, в Сыктывдинском районе, в Ухте и в Сосногорске. Но мы ставим себе целью распространить ее действие на всю республику. И, наконец, хочу пару слов сказать еще об одной инновационной для нашей республики технологии, о службе особого сопровождения детей, пострадавших от насилия, так называемой «зеленой комнате». Мы озадачились вопросами создания комфортного реабилитационного пространства для детей, жертв насилия, поскольку эти дети вынуждены неоднократно испытывать стресс при проведении следственных действий и во время судебных заседаний, вновь и вновь вспоминая и озвучивая тот ужас, который они пережили. Зеленая комната состоит из 2 помещений, соединенных зеркалом Гизела, прозрачным только с одной стороны. В одной комнате в максимально комфортных условиях следователь обязательно в паре с психологом проводит следственные мероприятия, а в другой комнате могут находиться родители или иные законные представители ребенка, другие следователи и необходимые лица. И, кроме того, зеленая комната оснащена аудио-видео оборудованием, что позволяет не вызывать ребенка в суд и не травмировать еще раз его психику. Зеленая комната создана на базе одного из структурных подразделений Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара. В настоящее время она уже полностью оборудована, и мы завершаем процесс обучения следователей данной методики. И рассчитываем, что в ближайшее время она уже может использоваться в работе с детьми, пострадавшими от насилия. Причем мы планируем, что это будут дети не только проживающие на территории города Сыктывкара, но и близлежащих районов. Ну и, к слову сказать, вот таких зеленых комнат, таких комфортных пространств для таких детей в России можно пока еще пересчитать по пальцам. И мы очень рады, что наконец-то вот такое событие произойдет в нашей республике. И напоследок я хочу отметить, что время от времени, наверное, любая семья может столкнуться с различными трудностями, какой бы благополучной она ни казалась. И наша задача как специалистов помочь семье справиться с этими трудностями. Причем сделать это нужно профессионально, своевременно, на условиях доверия и сотрудничества, не нарушив уникальность каждой отдельно взятой семьи. И, конечно, мы будем держать руку на пульсе, мы будем искать и внедрять новые формы и технологии работы с семьей, мы будем обучать наших специалистов. Но мы все прекрасно понимаем, что ни одна, даже самая замечательная технология, ни один даже самый замечательный специалист не сможет заменить ребенку семью, родительскую любовь, родительское внимание. И, наверное, поэтому сегодня вполне справедливо делается ориентир на родительское просвещение и на необходимость закладывать основы семейных ценностей, духовного уклада, семейного уклада в самом раннем детстве. И я хочу всем нам пожелать, чтобы состояние ремонта семьи наконец-то закончилось, и семья уже начала жить в комфортных во всех отношениях условиях. Благодарю за внимание. Если есть вопросы к Екатерине Владимировне.
Хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я сказала, что наша задача не повредить уникальность каждой семьи. И если... Во-первых, у нас имеется семейный кодекс в Российской Федерации, который регламентирует, что семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. И мы не говорим о том, что специалисты должны вмешиваться в жизнь каждой семьи. Мы говорим о том, чтобы мы не должны упустить момент, когда семья начинает испытывать какие-то трудности. Чтобы помочь семье протянуть... Да. 120-й федеральный закон об основах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Данный закон четко прописывает критерии, по которым семья относится к семьям, находящимся в социально опасном положении. Термин «неблагополучная семья» применяется в профессиональном сообществе. Законодательно такое понятие не закреплено. Мы говорим о том, что мы должны при условиях сотрудничества с семьей помочь ей, чтобы она не попала в категорию социально опасное положение. На сегодняшний день на федеральном уровне уже появилось понятие необходимости раннего выявления семейного неблагополучия. Я не могу ответить за законодателей российского уровня, почему нет понятия неблагополучной семьи, но, возможно, это связано с тем, что это понятие очень широкое. Конечно. Я хочу сказать, что прежде чем технологии внедряются в субъектах Российской Федерации, они проходят экспертизу экспертов и на достаточно высоком уровне. Поэтому на сегодняшний день, как я сказала, вот те технологии, которые мы внедряем, они никакого отношения к ювенальным технологиям не имеют. Нет, понятие неблагополучной семьи не будет вводиться. Вы немножко превратно меня поняли. Эта программа «Территория добра», она включает в себя ряд мероприятий, как по аналогии с программой, которая продолжительное время была у нас в Республике Дети, Республике Коми, любая другая программа, поскольку сегодня все органы власти и учреждения работают применяя принцип программно-целевого полагания. Вот, поэтому в этой программе заложены мероприятия лишь. Термин имеется модель выявления раннего семейного неблагополучия. Здесь мы не вводим новых понятий, мы не говорим о том, что есть неблагополучная семья, мы говорим лишь о том, что ребенок, семья могут проявлять какие-то признаки, которые мы можем просто не увидеть. По поводу общественности, поскольку мы данной моделью занимаемся, как я уже сказала, с 2015 года, и в 2014 году мы приглашали специалистов, экспертов Национального фонда, и мы неоднократно проводили обсуждения, приглашения на открытых площадках. Вот буквально недавно это произошло на базе Общественной палаты нашей республики, куда приглашались представители общественности,
В том числе направлялись приглашения и в адрес образовательных организаций. Те представители общественности, которые хотели получить информацию, они присутствовали на этом мероприятии. Мы внимательно, да, мы слушаем и слышим то, что говорят и родители, и специалисты, поэтому мы стараемся прийти к какому-то компромиссу. Еще раз говорю, нет задачи вторгаться в жизнь семьи, и основная наша задача все-таки сохранить ребенка в семье. Мы ищем для этого различные способы. Они не противоречат. Мы работаем в рамках сотрудничества с фондом, поэтому мы оплачиваем услуги преподавателей. Вот. Но я хочу заметить, я вам уточню ее позже, сейчас я не общая сумма. Но одно другому не мешает, и та работа проводится. Но это компетенция Роскомнадзора, и я знаю, что они выполняют эту работу. Я не против. Возможно. Еще одна небольшая ремарка по поводу традиционных форм работы. Если вы внимательно слушали мое выступление, я сказала о том, что вот обсуждение проблем и обсуждение возможных выходов из сложившейся трудной ситуации происходит совместно с семьей. А это и есть наши традиционные формы семейных советов, когда люди садились за один круглый стол и обсуждали, каким образом выйти из той или иной ситуации. К сожалению, сегодня во многом утрачены вот та вертикаль, о которой говорили, когда более старшие бабушки, дедушки передавали свою мудрость молодым поколениям. И поэтому зачастую вот функцию этих бабушек и дедушек, мудрых людей, сегодня должны выполнять специалисты. Поэтому технология не противоречит вот истинно нашим традиционным семейным ценностям. Спасибо. Общественная палата Российской Федерации, когда говорили об опеке и попечительстве, то было указано на огромное количество ошибок в разрушении семей. И было призвано эти ошибки исправлять. Вот как у вас исправляются вот эти вот ошибки? Ошибок даже по городу Сыктывкар было сделано огромное количество. Это я свидетель знаю. Я этим вопросом занималась. Людмила Харитоновна, что вы понимаете под ошибками, чтобы я могла... Слушали семью, ребенка отправили куда-то, сейчас этот ребенок родил своего ребенка, этот ребенок никому не нужен, ни опеки никому, ни родным, потому что, отобрали, так отобрали, воспитываете, раз вы собираете. Вот такие процессы сопровождения никакого практически нет, хоть там и говорят, а его нет практически. Вот. А дети растут, у этих детей, выброшенных из семей, уже свои дети появляются, им никакого внимания. Там огромнейшая проблема. Ее надо исправлять всем сообществом, всей общественностью.
на сегодняшний день на федеральном уровне разрабатываются критерии, да, по которым специалисты органов опеки, которыми могут руководствоваться при принятии решения. На сегодняшний день, к сожалению, таких критериев нет, поэтому специалист органа опеки и попечительства вынужден самостоятельно, не знаю, наверное, на каком-то уже интуитивном и, разумеется, в рамках законодательства уровне принимать решения. И мы понимаем, что всегда можно обвинить специалиста в том, что он забрал ребенка из семьи, а если он не вовремя не забрал ребенка из семьи, что-то там случилось, тоже можно предъявить к нему претензии. Хорошо. Екатерина Владимировна, отпустим. Тема на самом деле очень острая. И мы согласимся с тем, что есть, скажем так, недобросовестные семьи, да, семьи, которым нужна помощь. Есть, есть такие, да, у нас случаи. И что мы можем сказать? Тема нашей конференции – это семейные, традиционная, да, семья как традиционная ценность. Вот именно с этой точки зрения в социальной работе, я думаю, что и следует подходить. То есть наш инструмент – это вот те традиции, которые мы сохраняем и передаем будущим поколениям. На секции 2 профилактика семейного неблагополучия и девиантного поведения детей. Как раз мы продолжим обсуждение вот этих вопросов всех заинтересованных лиц. Мы приглашаем в 218-ю аудиторию. С часу работа конференции продолжится там. И так как у нас бурная дискуссия все-таки заняла время, да, я только расскажу буквально о видеовыступлении Шемутиной Елены Николаевны, которое должно состояться было, но все-таки я о нем только расскажу и скажу, что все материалы конференции, включая эту онлайн-запись, включая все презентации, которые мы получим в ходе секционных заседаний, включая все видеовыступления, будут размещены на сайте форума. Я надеюсь, что вы знаете этот сайт. Вот он, minobr.seksu.kriro.ru. И вот здесь в мероприятиях форума мы видим нашу конференцию. Вот здесь будут выкладываться далее все материалы, которые сегодня прозвучат и которые мы видим. Также, завершая эту тему, могу сказать, что вот на ту программу, о которой сегодня Екатерина Владимировна говорила, у нас есть отзыв одного, криминалиста московского, Тимошиной Татьяны. Сейчас не вижу ее, мы ее в секцию перенесли. Да, вот как раз во 2-ю, Тимошиной Елены Михайловны, и там же вот это как бы свое заключение, так как она все-таки кандидат юридических наук, криминолог, специалист по преступности несовершеннолетних, мы разместим также вот в материалах конференции, можно будет ознакомиться. Да, я хочу сказать следующее, что Шемутина Елена Николаевна, директор Института развития государственного общественного управления образованием. Вот в программе, видите, регалий у нее тоже достаточно. Очень интересный человек, занимается активно темой государственного общественного управления образованием. Но в самом простом виде это вот наши управляющие советы школьные, да, советы отцов, советы матерей, бабушек и так далее. То есть те государственные общественные инструменты управления образовательными организациями, образовательным процессом, вот они занимаются этой проблемой. И я хочу только показать сайт, который может быть интересен. Это вот как раз-таки сайт, который этот институт разрабатывает, и это главный инструмент данного института, и через этот сайт осуществляется реальная поддержка родителям, активным родителям, которые хотели бы начать продвигать эту тему государственного общественного управления в своих образовательных организациях, и здесь можно получить реальную помощь и консультацию. Институт развития.
Вот он, простой у него сайт gouo.ru. И здесь размещаются региональные практики родителей активных, мероприятия, которые проводятся в регионах, мероприятия федерального уровня. Здесь же проводятся различные социологические опросы. Очень интересную информацию можно для себя почерпнуть. Навигатор для опытных, тех, кто уже в государственном общественном управлении поднаторел, и для тех, кто только-только хотел бы эту тему начинать развивать в своей образовательной организации. И вот скажу буквально два слова. В прошлом году мы участвовали в проекте по как раз-таки продвижению темы государственного общественного управления в образовании, и присутствовала я на Всероссийской конференции по данной тематике. И если у нас в наших школах по словосочетанию управляющий совет это еще такая, ну, не совсем прижившаяся, да, реальность, то встает, например, коллега из Архангельского института развития образования и говорит о том, что у нас во всех школах управляющие советы созданы, мы работаем, никаких проблем не видим, да, то есть вот она совсем другая история, да, казалось бы, соседний регион. Вот, я вам презентовала данный сайт и приглашаю активно им пользоваться. Также выступление Елены Николаевны Шемутиной будет в материалах конференции. И в завершении приглашаю к выступлению Садчикову Татьяну Владимировну, нашу гостью, которая представляет компанию «Российский учебник». Это уже информация такая более профессиональная, да, для профессионального пользования. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, сейчас я настрою свою презентацию. Я рада приветствовать вас на этом замечательном мероприятии от лица корпорации «Российский учебник». И для нас на самом деле большая честь присутствовать на вашем форуме, на вашей конференции, где поднимаются такие важные вопросы для сегодняшнего дня, как социальное благополучие школьника и формирование семейных ценностей. Что такое корпорация «Российский учебник»? Я позволю себе воспользоваться случаем и рассказать вам очень коротко, прежде чем перейти к основной теме, с которой я, в общем-то, выхожу на вашу аудиторию. Несмотря на то, что корпорация «Российский учебник» появилась на рынке учебного книгоиздания в конце мая, начале июня 2017 года, те издательства и те компании, которые в нее вошли, вам хорошо известны. Их логотипы вы можете увидеть вот на первом слайде и понять, что под таким громким названием объединились издательства «Дрофа», «Винтана-Граф», «Астрель», цифровая платформа «Лекта», на базе которой мы предоставляем свои учебники школам, и такая компания, как «Дрофа. Новая школа», предоставляющая школам оборудование. Нет нужды представлять вам каждое из издательств. Мы уже более 20 лет успешно работаем на рынке учебной литературы. Почти каждая четвертая школа, каждый четвертый ученик России работает по нашим учебникам. Мы являемся абсолютными лидерами по таким предметным линиям, как география, биология, химия, физика, с недавних пор астрономия и картографическая продукция. Корпорация «Российский учебник» ставит своей целью, то есть мы понимаем, что образование – это основа успеха каждого человека и величия России. Поэтому мы помогаем педагогам закладывать фундамент успешного будущего российских детей, создавая для них лучшие учебники и образовательные решения. Работая над созданием своих учебников, мы прежде всего думаем о том, чтобы по ним было удобно и просто работать учителю, и понятно и интересно учиться ученику. Тот обширный методический шлейф, который сопровождает каждый наш ОМК, позволяет любому, даже начинающему педагогу, успешно преподавать свой предмет как на базовом, так и на углубленном уровнях. И мы предоставляем школам комплексные предложения по системам ОМК, обеспечивающие реализацию образовательных программ от дошкольного, преемственности образовательных программ, от дошкольного до среднего общего образования.
Несмотря на то, что мы занимаем сейчас почти 40% федерального перечня, мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над качеством своих учебников. Потому в 2016 году на базе издательства начал свою работу научно-методический совет, в состав которого вошли 20 ученых, представителей РАО «Иран». Они оказывают издательству своевременные консультации по вопросам качества содержания учебников и информационно-образовательной среды. Как я уже говорила, новое наименование объединенной издательской группы «Винтанограф», как вы помните, да, называлась, а теперь «Российский учебник», она полностью отражает понимание нашей миссии, целей и масштаба деятельности. И несмотря на то, что основной своей целью мы считаем по-прежнему выпуск качественной учебной литературы, мы не можем не брать во внимание слова нашего президента, которые он обратил к Федеральному собранию в декабре 2016 года, сказав, что перед современной школой ставятся две основные задачи. Это давать знания и воспитывать нравственного человека. Поэтому уже в прошлом году мы запустили целый ряд социальных проектов, которые рассматриваем как одну из форм духовно-нравственного воспитания школьника в условиях информационно-образовательной среды. Первый проект, и это наша гордость, можно так сказать, называется «Страна читающая». Это самый, скажем, большой сейчас международный проект по популяризации детского чтения художественной литературы. Посмотрите, вот на слайде выведены цифры о нашем количестве участников, стран, которые участвуют в этом проекте, и, собственно, публикации, которые есть уже на нашем сайте в рамках этого проекта. На данный момент это самый большой интернет-проект и самая большая видеотека интерпретации детских прочтений произведений классики. В рамках этого проекта мы предлагаем детям читать лучшие произведения отечественной и зарубежной классики, потому что на чем, как не на примерах этих произведений, можно воспитывать духовность и нравственность. Дети с удовольствием принимают участие в конкурсах, которые проходят в рамках этого проекта. Они привлекают к чтению своих товарищей, свою семью. Был замечательный проект, и сейчас он есть «Читающая мама, читающая страна». И у нас уже появились видеоролики, которые нам присылают дети дошкольного возраста. Буквально вот недавно получил премию проект с участием 5-летней девочки. Поэтому прошу обратить ваше внимание на этот проект. Пожалуйста, участвуйте, помогайте нашим детям читать лучшие произведения художественной литературы, как те, которые проходят в школе в рамках школьной программы, так и вне ее. Еще один проект, который называется «Страна с великой историей», он направлен на тех, кому интересна история нашей страны. Но интерес к истории своей большой родины, любовь к ней начинается с любви к своей семье, к интересу, к ее традициям. Поэтому те проекты, которые проходят в рамках этого конкурса, они связаны и с историей семьи учащихся, и с историей их школы, с улицы, где он живет, с города, где он родился. Вот. Я недавно с интересом узнала, что в чешском языке понятие «семья» и «родина» означается одним словом. То есть что-то в этом есть, согласитесь? Вот. И в рамках этого проекта, да, у нас проходят различные конкурсы, которые помогают развить интерес ребенка к своей семье, к своей малой родине и сформировать чувство патриотизма уже к своей большой родине. Также мы надеемся, что все эти конкурсы, которые мы проводим в рамках этого проекта, помогут нашим школьникам, нашим детям ориентироваться в общественно-политических, социально-экономических и культурных процессах, которые происходят в нашей стране. И не только ориентироваться, но и принимать в них активное участие.
Страна с великой историей. Запомните, пожалуйста, этот проект. Он есть на сайте корпорации, поэтому вы можете подробности все узнать о нем. В условиях ограниченного режима времени я только в назывном порядке их перечисляю, да, я только их анонсирую. Еще один проект «Страна экологических троп» был особо актуален в этом году, который был объявлен годом экологии. В рамках этого проекта проходят различные конкурсы и акции, которые помогают формировать экологическое воспитание школьника. Мы знакомим детей с проблемами, которые есть в сфере экологии в их родном городе, в их родной стране. Учим бережному отношению к природе и грамотным взаимодействием с ней. А вот еще один самый свежий проект. Вот я просто выдрала, скажем так, страничку из интернета нашего сайта. Называется он «Уроки добра». Это конкурс на разработку учительских методических разработок, направленный на которые мы создали вместе с благотворительным фондом Константина Хабенского. Итак, что же такое добро? Как можно помогать другим, даже если ты сам еще не зарабатываешь деньги, у тебя мало на это времени? Должно ли быть добро по расписанию, либо оно должно стать естественным образом твоей жизни? Мы надеемся, что на все эти вопросы дети смогут получить ответ из первых рук, то есть от своего учителя или от своего классного руководителя. Что они потом расскажут своим детям, своим товарищам и своим родителям после этих уроков. Если вы уже имеете опыт таких уроков, пожалуйста, поделитесь ими с нами. Если вы только собираетесь организовывать уроки добра, пожалуйста, присылайте нам свои разработки. Да, этот проект, этот конкурс тоже есть на сайте, там есть такой баннер «Уроки добра», и все подробности по участию в нем вы тоже можете узнать. И творить добро никогда не поздно, несмотря на то, что начнете вы это говорить с дошкольниками, либо уже со старшеклассниками. Я желаю вам успеха в этом. Если в вашей школе недостаточное количество печатных версий художественной литературы, то мы приглашаем вас стать участником проекта «Социально-образовательная среда современной школьной библиотеки». Став участником его, вы сможете получить электронные версии художественной литературы, электронные версии книг по художественной литературе и ряд учебников, которые будут интересны вашим учителям. Это тоже можно все посмотреть на сайте. Ну и, конечно же, сколько бы мы ни говорили о высоком качестве наших учебников и других образовательных сервисов, мы понимаем, что все они лишь инструменты в руках педагога. Потому формы нашего взаимодействия с вами, они на самом деле безграничны. Мы готовы как делиться с вами всевозможными методическими наработками, помогать вам вести внеклассную, внеурочную деятельность, так и принимать во внимание ваш бесценный опыт работы для того, чтобы совместный результат наших усилий, то есть это знания школьников и их воспитание, становились еще более высокими, более эффективными. И в рамках сегодняшнего моего краткого выступления я все-таки не могу удержаться от того, чтобы не поздравить вас с наступающим Днем Учителя, пожелать вам вечных ценностей, здоровья, добра, любви, всего самого-самого наилучшего в ваших семьях, а также талантливых учеников, благодарных родителей и высокой оценки вашего труда со стороны государства. Спасибо вам большое за внимание. Надеемся на сотрудничество. Спасибо. Спасибо большое. Что вы хотите услышать сейчас? Что именно? Говорят везде на разных совещаниях, что это не обязательно покупать родителям, что это желательно. Учителя не имеют права требовать именно рабочие тетради по разным предметам.
Вы знаете, я совершенно согласна с тем, что вы говорите, что учителя не имеют права требовать, но я не имею сейчас, как говорится, возможности нести ответственность за все школы, всех учителей, которые требуют это как обязательный компонент к своему учебнику. Я думаю, что здесь все очень сильно зависит от преподавателей и, собственно, от желания родителей. Спасибо. Спасибо. Вопрос с рабочими тетрадями на самом деле стоит остро, да, и сейчас это не будет предметом нашего разговора, продолжения. Я, завершая нашу пленарную часть, хочу сказать вам большое спасибо. Разговор начался хороший, на мой взгляд, да, как вы оцените эту работу. И программа у вас на руках. Приглашаем вас на кофе-паузу в 218-ю аудиторию всех желающих. И в час мы начинаем работу. До встречи.